Вооружившись пульверизаторами и краской, дорожная служба работает над безопасностью движения. А именно, они планируют оградить школьников от опасности рядом с проезжей частью, напомнив водителям о бдительности. Для этого нужно освежить краску на дорожном полотне и продублировать дорожный знак на асфальте. Нанесение разметки после установки знаков 20 дети, 40 дети, ограничение скорости. На асфальтовом покрытии, на асфальтовом полотне дублирующие знаки ограничения скорости. 20 дети и 40 дети устанавливаются. Процесс несложный, но времязатратный. Сложности придает только палящее солнце. Но дорожники продолжают работу. К новому учебному году они должны обновить разметку рядом со всеми социальными объектами республики. Всего в их распоряжении около 1000 километров дорог, где располагается более 50 образовательных учреждений. На сегодняшний день мы обновили более 40 пешеходных переходов на региональных и межмуниципальных дорогах. И по оставшимся 14 пешеходным переходам у нас ведутся работы, вовсю обновляем. Кроме покраски пешеходных переходов, им предстоит установить дорожные знаки там, где их нет. Освежить краску планируют и на дорожном ограждении возле школ. Все эти работы будут проведены за счет средств, заложенных в бюджете. А по поручению главы государства, Министерство автомобильных дорог должны оснастить по надстандарту все пешеходные переходы возле образовательных учреждений. Обновляем дорожную разметку, обновляем дорожные знаки, светофорные объекты, перильное ограждение, искусственная дорожная неровность. Все, что необходимо, все эти элементы, которые у нас есть на стандарте, всю эту работу мы проводим в данный момент. В этом году Минавтодором Ингушетии в рамках реализации нацпроекта «Безопасные автомобильные дороги», инициированного президентом, проведены ремонтные работы по улицам Восточная и Центральная в Назрани. Там расположены школы и уже обустроили по надстандарту пешеходные переходы. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.